Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Что изменилось в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд? Как это отразится на жизни якутян, поговорим с гостем студии Антоном Луковцевым, прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. На территории республики Саха-Якутия государственными и муниципальными заказчиками заключено 25 тысяч контрактов, общая сумма которых составляет 72 миллиарда рублей. Из них региональными заказчиками заключено 14 тысяч контрактов, общая сумма данных контрактов составляет 49 миллиардов рублей, а муниципальными заказчиками заключено 10 тысяч контрактов на сумму 23 миллиарда рублей. Ежегодно в республике в закупочных процедурах участвуют свыше 1800 публичных заказчиков. Очевидно, что обеспечение надлежащей законности, а также противодействие правонарушениям, преступлениям в указанной сфере является необходимым способом защиты интересов государства и общества в сфере закупок со стороны органов прокуратуры, государственных органов и контролирующих органов в указанной сфере. Законодательство о контрактной системе в сфере закупок представляет собой значительный массив нормативных правовых актов, а также регламентных норм и специальных норм. Органами прокуратуры проводится повседневная системная работа по надзору за исполнением законодательства в сфере закупок, в том числе аккумулируется большой опыт надзорной практики. Последними основными изменениями в федеральном законодательстве о контрактной системе в сфере закупок является: первое – это то, что электронную малую закупку в настоящее время признают состоявшейся в случае, если имеется одна соответствующая заявка. То есть ранее было требование необходимости наличия двух соответствующих заявок при осуществлении данной закупки. В настоящее время в случае соответствия заявки от одного участника и поступления одной заявки контракт заключается с данным участником. Также можно проводить электронные аукционы на право заключения контракта. Как и в случае с аукционом, в настоящее время при проведении конкурса возможно снижение цены, в том числе уход в минус. То есть участники закупки будут бороться за право заключения данного контракта. Скорректирован порядок применения антидемпинговых мер. Если участник закупки является недобросовестным, а также предоставляет недостоверные сведения, информацию, то заказчик принимает решение о признании данного участника закупки уклонившимся от заключения контракта. Кроме того, уточнено, что должностные лица заказчика не могут участвовать в закупке, а также в случае, если имеется какая-либо связь с юридическим лицом, участвующим в закупке. Стало быстрее согласовывать закупку с контролирующими органами, с единственным поставщиком. Данный срок согласования сокращен с 10 рабочих дней до 8 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения о согласовании данной закупки в адрес контролирующих органов в сфере закупок. Кроме того, расширены основания заключения контракта со вторым участником при проведении закупочных процедур. Так, к примеру, если победитель закупки не смог в силу определенных форс-мажорных обстоятельств существенных заключить контракт, то заказчик вправе заключить контракт со вторым участником закупки, который соответствует именно требованиям проводимой закупочной процедуры. Увеличен ценовой порог для ряда электронных процедур. Так, увеличена начальная максимальная цена контракта, в пределах которой необходимо осуществлять электронные запросы котировок. Также сняты ограничения годового объема закупок таким способом. Скорректирован порядок размещения информации и документов в реестре документов о проводимых закупках. Так подлежат размещению сведения о месте исполнения контракта, месте выполнения работ, поставки товара, а также оказания услуг. Кроме того, нас ожидает внесение изменений вступления в силу с 1 сентября 2023 года. Утверждены новые типовые условия контрактов в сфере строительства. Данные типовые условия контрактов затронут контракты на выполнение работ в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства.
Среди прочего, типовые условия содержат в том числе порядок направления сторонами уведомлений, а также положение о правах и обязанностях заказчиков и подрядчиков по данным контрактам. Антон Анатольевич, скажите, вот вы перечислили очень много изменений, которые ждут нас в предпринимательской сфере, и не только вот с осени уже этого года. А на кого возложено больше ответственности в связи с новыми изменениями? А для кого процедура обмена, торговли, продажи становится гораздо проще? Вносимые изменения в законодательство о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в настоящее время нацелены прежде всего на поддержку экономического сектора. Также направлены на упрощение процедур закупок, ускорение данных закупок в целях обеспечения достижения целей законодательства о контрактной системе, а также обеспечения государственных и муниципальных заказчиков необходимыми товарами, работами, услугами. Данные изменения также носят совершенствование законодательства о контрактной системе, вносят какие-либо корректировки в части уточнения, толкования единообразного данных норм закона и исключения определенных противоречий. Так, к примеру, в частности, предусмотрено повышение ценового порога при осуществлении способа закупки, а именно при осуществлении электронного запроса котировок. Данная сумма, ценовой порог увеличен с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей. А также до 2026 года снято ограничение на годовой объем таких закупок. Кроме того, данные изменения в целом способствуют ускорению осуществления закупок, а также достижению результатов для государственных и муниципальных заказчиков при поставке соответствующих товаров, выполнении работ и оказании услуг. Также предусматривается повышение ценового порога способа закупки с единственным поставщиком при проведении малых закупок в электронной форме. Данные малые закупки должны проводиться путем размещения на электронных площадках, и, соответственно, в целом указанные способы, они более простые и, соответственно, способствуют ускорению процедур закупок и достижению результатов законодательства о контрактной системе. А как вам кажется, есть ли что-то в нашем законодательстве, которое как раз-таки касается торговли, предоставления услуг или работ, где не будет никаких изменений? Или наоборот, где чему-то будет уделяться особое внимание? Но у нас остается неизменным ответственность за совершение правонарушений в сфере законодательства о контрактной системе, так ответственность за действие, бездействие, ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны подрядчика, поставщика, исполнителя. В случаях существенного вреда для интересов, охраняемых законом общества и государства, предусмотрена административная ответственность по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данный состав административного правонарушения, он образуется в случае существенного нарушения интересов общества и государства. Также он должен непосредственно иметь причинно-следственную связь между действиями, бездействиями подрядчика, поставщика, исполнителя и существенным вредом, причиненным охраняемым законом интересам. Ответственность за данные правонарушения предусмотрена по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и налагает административный штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15% суммы неисполненных обязательств, но не менее 30 тысяч рублей, либо дисквалификацию на лиц до 2 лет. На юридических же лиц ответственность налагается в виде административного штрафа в размере однократного либо трехкратного размера суммы неисполненных обязательств, но не менее 300 тысяч рублей. Так, к примеру, по постановлению прокурора Ленского района генеральный директор общества с ограниченной ответственностью привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере свыше 2 миллионов рублей за ненадлежащее исполнение контракта и нарушение сроков исполнения контракта на ремонт региональной автомобильной дороги у нас. Скажите, а введены ли новые особенности на закупки лекарств и медицинских препаратов?
Да, до конца 2023 года продлены послабления для осуществления закупок, медицинских закупок. Так, возможно изменение объема поставляемого товара до 30%. В случае, если изменяется, соответственно, объем товара в сторону увеличения, то вправе заказчик с подрядчиком увеличить цену контракта пропорционально объему увеличения поставляемой продукции. Также в случае, если допускается снижение поставляемого объема товаров, медицинских изделий и так далее, то, возможно, необходимо применить пропорциональное снижение цены контракта. Кроме того, до февраля 2024 года государственные и муниципальные учреждения в сфере здравоохранения могут приобретать лекарства, медицинские изделия в случае, если поставщик является единственным поставщиком медицинских изделий и лекарств на территории Российской Федерации. Далее, данная закупка осуществляется с согласия учредителя медицинского учреждения. Кроме того, данная закупка проводится в электронной форме. В таком случае медицинское учреждение вправе осуществить закупку по годовому объему на сумму, не превышающую 50 миллионов рублей, а по медицинским изделиям на сумму, не превышающую 250 миллионов рублей. Ну что ж, становится более-менее понятно. Благодарю вас, Антон Анатольевич, что нашли для нас время и стали гостем нашей студии. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.